за сегодняшний день здесь уже вывезено 15 гаражей. Гаражи пали жертвами в пользу будущей парковой зоны. Как на это реагируют законные владельцы металлических конструкций? В рамках проекта основные мероприятия у нас это выявление и ликвидация мест скопления стихийных свалок мусора. Обращение с отходами, проведение зеленой акции или субботников – все это запланировано единороссами в рамках проекта «Экология России». Утром выхожу, смотрю и был удивлен, что моя машина не обнаружилась. Береги автомобиль. Угонщики наловчились и заметно активизировались. Быть бдительнее призывают сотрудники полиции. Сначала школа, затем основной выбранный маршрут. Первый этап чемпионата страны по альпинизму начался. Расскажем об этом в выпуске. Финальные поединки в Сунже. Первенство республики по боксу выявит лучших в этом виде спорта. Ждем результатов. Это новости 24. Добрый вечер. Снос гаражей в Назране в районе Алханчурского канала вызвал неоднозначную реакцию местных жителей. Те, кого демонтаж этих конструкций не касается лично, то есть они не являются собственниками, такие перемены только радуют. А вот сами владельцы гаражей, конечно, недовольны. Уверяют, что все документы у них на руках, и почему их лишают законных кладовок, непонятно. Мария Мистоева подробно о сложившейся ситуации. Метр за метром вырезают части из этой металлической постройки. Поднять с помощью крана конструкцию сразу не удается. Основание на совесть залито бетоном. Но рабочие не сдаются. Впереди еще предстоит разборка порядка 60 таких же железных коробок. Эти гаражи простояли здесь не одно десятилетие. Но теперь на этот участок земли у местных властей появились большие планы, которые в скором времени будут воплощены в жизнь. На этом месте мы также планируем вывести все эти гаражи до конца февраля. Вот за сегодняшний день здесь уже вывезено 15 гаражей за 2 дня. И на этом участке мы уже будем строить сквер, парк, вот, место для досуга. То есть уже в начале весеннего периода, весны, в марте месяце мы начнем делать обрезки деревьев, приводить их в порядок. Ну и начнутся уже насаждения. Местные жители, чьи дома расположены прямо напротив этих гаражей, больше всех радуются переменам. Ведь теперь в десятки метров от их домов будет располагаться парк, куда можно и самим выйти прогуляться, и детей не страшно отпустить. Родителям и педагогам 4-й школы приходилось переживать за детей, которые каждый день проходили по этой дороге. Здесь, возле гаражей, не раз находили использованные шприцы, упаковки и бутылки, которые могли быть использованы наркоманами. Играть здесь было небезопасно. Антисанитария и удобное для хулиганов место не самая подходящая площадка для детей. Такого неприятного случая я не видела, правда сказать. Но что, правда, единственное, что меня всегда волновало, то, что вот к этим гаражам подведен ток. Они металлические. А тут дети ходят, где-то малейшее замыкание, если где-то замкнет, это опасно было. Старая мебель, ненужная бытовая техника и хлам, который не пригодится больше в быту, но выбросить жалко. Вот содержимое этих гаражей. По словам местных жителей, хозяева железных сооружений уже освобождают их для демонтажа. Мы с ними ранее проводились работы, и на сегодняшний день люди относятся с пониманием. Что понимают, что это необходимо, что это вечно не может продолжаться, что мало-помалу все должно быть приведено в порядок. Но, как говорится, у каждой медали 2 стороны. Вот и здесь вторая сторона – это владельцы гаражей. Не все из них восприняли новость о сносе собственности, которая, кстати, давно использовалась как кладовая, нежели гараж, так положительно, как заверяют местные власти. Например, Хава Аздоева живет здесь же, в ближайшем доме. Квартира женщины настолько мала, что все заготовки на зиму в нескольких ее комнатах не уместить. Да и требуют они особого температурного режима. Вчера только я узнала, что хотят убрать. 39 у меня под номером, напротив от 4-й школы.
У меня там все, соленье, все я там держу. Живу в аварийном доме. Квартира маленькая, но хрущевские дома, старые дома. И теперь куда придется вот это Я не знаю, у меня ничего нет. Я не знаю, куда ее деть. Все документы на гараж, по словам Хавы, у нее имеются, но у властей города свой взгляд на то, что и кому принадлежит. От оси самого Алханчурского канала 35 метров – это ведомство территории отчуждения Алханчурского канала. А остальная уже до дороги уже территория центрального округа. То есть на том основании и оно никак не может быть чьей-то частной собственности. И что немаловажно, со слов Мусы Харсиева, всем жителям вернут их гаражи. Правда, будут они установлены на законной земле, принадлежащей именно владельцам гаражей. И никак иначе. Марина Мистоева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Единороссы запускают проект «Экология России», приуроченный к Году экологии. Его реализацию обсудили на заседании координационной группы в региональном штабе партии. На заседание пригласили представителей духовенства, Минобразования, а также сотрудников Комэкологии Республики. В течение всего года в рамках партийного проекта будут реализовывать мероприятия разных направлений, в том числе экологического образования. В рамках проекта основные мероприятия у нас это выявление и ликвидация мест скопления стихийных свалок мусора. Это по твердым бытовым отходам. Так, значит, второй проект – это озеленение территорий сельских населенных пунктов Республики Ингушетия. Так, и третий – это предотвращение недостаточно очищенных канализационных сточных вод в водные артерии республики или на открытую поверхность земли. Встречи также утвердили региональный штаб. Он будет ответственен за проведение в республике экологических уроков «Сделаем вместе» в рамках партийного проекта. Первый этап акции запланирован на весну. Такие уроки рассчитаны для школьников среднего звена. Акция будет реализовываться в 3 этапа. Урок об обращении с отходами, проведение зеленой акции или субботников, а также диалог с приглашенными гостями. Итоги деятельности за месяц подвели в Управлении МЧС России по Ингушетии. На совещании рассказали о проведенной профилактической работе с председателями территориальных комиссий по ЧС, а также главами муниципалитетов. Обсудили организационные вопросы по подготовке к предстоящим командно-штабным учениям, которые пройдут в Карабулаке в конце февраля. Проведена немалая работа и по повышению квалификации сотрудников этого ведомства. Основная наша деятельность остается такой же, то есть это бумажная, документооборот у нас проводится постоянно. Это занятия в учебном методическом центре, сколько человек у нас прошло обучение за текущие месяцы, выезды спасателей, как вы слышали, да, прием звонков по службе 112 и так далее. Социально-экономическое развитие региона. На чем выстраивается этот процесс, чего уже удалось достичь за несколько лет, благодаря действию каких федеральных и региональных программ на территории республики Ингушетии удалось войти в передовую 20-ку субъектов России. Обо всем этом в своем обращении к Народному собранию рассказал глава региона. Мария Мистоева напомнит самые важные пункты. В своем ежегодном послании глава Ингушетии Юнусбек Евкуров уделил большое внимание экономическому развитию региона, формированию инвестиционной привлекательности республики и возведению промышленных объектов. В 2016 году введены 2 промышленных объекта: завод железобетонных изделий и комбинат детского питания. В ближайшее время планируется запустить 3 крупных промышленных проекта. Это швейное объединение Ингушетии, завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов, завод по производству радиаторов отопления. Данное предприятие с действующим заводом по производству полимерных труб в Карабулаке включены в план по импортозамещению в промышленности. Завод по производству полимерных труб в Карабулаке только за один день выпускает около 50 тонн продукции разного диаметра. Гарантия службы таких труб почти полвека, потому и используют их как для водоснабжения, так и в газовой промышленности. С момента открытия завода полимерных труб прошло всего лишь 2 года, но оно сумело в условиях экономических проблем, реальной конкуренции увеличить объемы производства до 7 тысяч тонн сырья в год. Поскольку это единственное в СКФО предприятие подобного рода, то и руководство компании «Техстрой» планирует расширить свой ассортимент. Возможно, уже скоро здесь начнут выпускать трубы для капельного орошения и полимерную продукцию, способную выдерживать высокие температуры. Наша продукция реализуется как на территории республики,
так и Чеченская республика, Дагестан, Осетия, соответственно, Ставрополь, Краснодар, Ростов. Ну, их перечислить очень много, потому что весь СКФО мы, в принципе, уже как бы обеспечиваем нашу продукцию. Готовится к запуску и новый завод по производству отопительных радиаторов, который строится при поддержке Фонда развития промышленности. Сметная стоимость проекта более 800 миллионов. Производительность чуть больше 3 миллионов секций в год. Вся необходимая техника европейского производства уже установлена и ждет своего запуска. Алюминиевые радиаторы будут производиться с учетом итальянского опыта. Аналогов по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления еврокачества нет на территории СКФО и в Южном, Крымском федеральных округах, что позволяет обеспечить рентабельность предприятия, а помогать рабочим в процессе изготовления радиаторов будут промышленные роботы. Объект обеспечит рабочими местами порядка 110 человек. Здесь будет более 100 рабочих мест предоставлено людям. Второе, учитывая, что высокий уровень оборудования самой, технологии, соответственно, обучаемые работающие люди здесь будут обучены, и это будут дополнительно высококлассные специалисты в нашей республике. Благодаря реализации федеральной целевой программы в Малгобеке готовится к сдаче завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов. На предприятии будет задействовано только высокотехнологичное производство, поэтому людям остается просто обслуживать машины. В год здесь будут производить 300 тысяч светодиодных светильников и 400 тысяч филаментных ламп. На заводе будут функционировать несколько цехов по производству стекла, стеклянного порошка, подложек и цех по сборке филаментных ламп. Один из видов нашей будущей продукции – светильник для нужд ЖКХ. Он специально разработан для нашего завода, это оригинальная разработка, у нас свой патент на это дело. Вот он потребляет всего лишь 12 Вт, а выдает света как 100-ваттная лампа. Готовится к открытию швейная фабрика в Алиюрте. Объект возведен по федеральной целевой программе социально-экономического развития республики. Более 1,5 миллиона единиц продукции в год. Такая планка поставлена перед новой швейной фабрикой. И, судя по всему, цель вполне реальная. Цех оснащен современным японским оборудованием. Устраиваться сюда приходят люди разных специальностей и возрастов. Тут главный интерес к работе. Правда, пока в фабрике поступают незначительные заказы, но сотрудники воспринимают их как старт к серьезной работе. У нас уже есть заказ. Барахоев нам спортсмен заказал одежду, 60 детей у него, одежду спортивную, 2 вида. Да, мы уже начинаем кроить эту спортивную форму. На сегодня, уже эту неделю мы шьем халаты для санитарок, для уборщиц. Вот в магазинах все нам заказывают. Но это мелкое, да, что мы можем на сегодняшний день. Там 50 штук, 60 штук, вот так начали заказывать. Есть уже сегодня вечером уже привезут нам с Иванова ткань, мы заказывали туда. Для детский садик у нас на подходе, мы сейчас должны шить им мягкий инвентарь. Также по федеральной целевой программе в регионе был построен и введен в эксплуатацию комбинат детского питания в Алиюрте. Предприятие специализируется на производстве сухих смесей из круп различных злаков для детей от 6 месяцев, каш быстрого приготовления, безмолочных, молочных и с фруктовым вкусом. На сегодняшний день комбинат производит 5000 пачек в смену, но на будущее у предприятия большие планы. Объем, который у нас суточно производит, да, республика не съест и за 2 месяца. Я имею в виду, благо детей много, это хорошо, но все равно население республики, и мы пытаемся выйти на федеральный рынок. Нас интересуют такие монстры, как Магнит, X5 Retail Group, это Ашаны, это где массовое скопление людей. Словом, в регионе активно развивается промышленное производство пищевой продукции, минеральной воды, строительных материалов, зарождается легкая промышленность и отрасль микроэлектроники. Эти моменты отметил в своем послании и глава региона Юнусбек Евкуров, наметив планы на будущее. Начиная с 2017 года в рамках государственной программы Российской Федерации развития Северо-Кавказского федерального округа предусматривается реализация экономически эффективных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, увеличение налоговой базы. Финансирование будет осуществляться на условиях долевого финансирования из федерального и республиканского бюджета, средств инвесторов. Но акцент будет ставиться не только на промышленные объекты. Министр экономического развития республики выделил для себя ключевые моменты, в рамках которых министерство и планирует строить работу ведомства в ближайший год. Основное направление – это развитие малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделилось именно этому направлению, и мы будем над этим усиленно работать. Третий момент – это развитие инновационной сферы. Именно в сфере малого и среднего бизнеса
развитие технопарков, развитие центров молодежного инновационного творчества. Не оставил без внимания глава Ингушетии развитие в регионе предпринимательства. По мнению Юнусбека Евкурова, правительству республики, органам исполнительной и муниципальной власти необходимо оказывать консультационную, информационную, юридическую, административную помощь инвесторам. Это заметно сократит сроки рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации проектов. Несмотря на все такие сложности, которые сегодня есть в стране экономические, я имею в виду, все-таки республика сохранила льготы для инвесторов. Они касаются полностью освобождены инвесторы от уплаты налога на имущество, на 95% налога на землю и на 5% снижен налог на прибыль. Благодаря расширению механизмов поддержки инвестиционной деятельности в последние годы наметились устойчивые тенденции повышения инвестиционной привлекательности региона, которая обеспечила рост объемов инвестиций за последние 5 лет в 2 раза. Мария Мистоева, Хади Добриева, Новости 24. Правоохранители вновь предупреждают местных автолюбителей повнимательнее отнестись к собственным ласточкам. Участились случаи угона транспортом. Зафиксировано 3 ЧП за прошлый месяц. Уже обозначены невезучие места парковок. Только 1/4 часть от общего количества угнанных машин удается найти и вернуть владельцам. Репортаж Амины Боковой. Серийный угонщик и целая банда взломщиков автомобилей задержаны в Малгобеке. МВД предупреждает, ингушские автоугонщики активизировались. Причем орудуют они не только в нашем регионе. В эти дни в Кабардино-Балкарии пойман автоугонщик из Ингушетии. СМИ его прозвали патриотом. Молодой человек угонял только отечественные автомобили. По официальным данным, за последний год в Ингушетии угнано 28 автомобилей. И только 7 из них удалось вернуть владельцам. Саид Ибрагим, один из пострадавших, последний раз видел свою машину под окнами съемной квартиры в Карабулаке. Вечером приехал с работы с супругой, закрыв машину, проверил. Утром выхожу, смотрю и был удивлен, что моя машина не обнаружилась, как так сказать. Обошел 1, 2 квартал, смотрю, нет. Потом пришлось быстро звонить в полицию, сообщать об угоне. И с тех пор обращался ко всем, как говорится, структурам, и пока никакой информации насчет машин нет, абсолютно. Для меня это был просто шок, если честно, большой шок. И по сей день у меня из-за этого уже язва даже обострилась. Прошел уже год, но Саид Ибрагим все еще надеется, что «Ладу», на которую он копил несколько лет, найдут. Машина не была застрахована, поэтому купить новую возможности у Саида Ибрагима нет. Как вору удалось взломать машину, для молодого человека остается загадкой. Сигнализация стояла штатная, но тревоги не было. Уже несколько десятилетий автоугонщики и производители сигнализации ведут друг с другом войну. Алгоритм работы системы защиты автомобилей постоянно усложняется. Однако криминальные оппоненты отвечают разработкой новых способов взлома. Интернет пестрит видеороликами, как угнать машину традиционным способом. Взламывать замок двери при помощи сверта. Также этот инструмент называется заноза. И даже отчаянным. Кстати, именно такой способ взлома наиболее популярен у ингушских угонщиков. Только за прошедший месяц в республике совершено 3 кражи. Самые опасные места для парковки вашего авто – неохраняемые стоянки рядом с многоквартирными домами, республиканской больницей и Назрановским центральным рынком. Если вы видите, что на какой-то стоянке, на какой-то парковке молодые люди не приехали на автотранспортном средстве, если даже приехали на автотранспортном средстве, то долгое время они расхаживать по данной территории, у них нет определенной цели нахождения на территории стоянки или парковки, чтобы они обратили бы на них внимание, обратили бы на приметы этих людей внимание. И при необходимости, если они вызывают какое-то подозрение, чтобы они могли сразу же обратиться через телефон доверия МВД или по телефону 02 или экстренной связи 112, общий телефон, что вот такие-то подозрительные люди. Чаще всего преступники покушаются на отечественные автомобили. Не уступают и японские марки. В основном это связано с их популярностью на черном рынке и несложной системой защиты. Так можно ли предупредить угон машины? Нельзя, отвечают специалисты, зато можно усложнить работу угонщикам. Хусан Кадзоев, автомеханик с 20-летним стажем, уверяет, штатная система защиты автомобиля – легкая добыча для взломщиков. Просто на самых популярных моделях они изучены досконально. А вот нештатная сигнализация может стать настоящей головной болью для любого угонщика. Главное здесь правильная профессиональная установка. Вот, снимаем вот этот штатный замок. На это место ставится вот это. Называется гарант, бастион, по-разному. Ну, их где-то
два наименования таких замков. И они самые надежные. Невозможно угнать, если даже ее... Бывает, что она сломалась, надо ее как-то аварийно снять. Приходится снимать рулевую колонку, разрезать вот здесь. Ну, на это уходит где-то минут 20-30. А у гонщиков таких возможностей нету. Существует несколько видов систем защиты автомобилей, но ни одна из них не гарантирует стопроцентную безопасность. На сегодняшний день последняя новинка в системе электронных защиты – это GPS-маячок, который помогает отследить местоположение автомобиля после угона. Правда, такие новшества доступны не каждому, поэтому в ход идут секреты народных умельцев. Взять фонарик, телефон маленький, подключить на зарядку и спрятать ее где-нибудь в салоне. Ну, если, не дай бог, украли, можно быстренько определить, где ваша машина находится, в каком районе. Там уже соответствующие структуры немедленно найдут. В целях безопасности также не рекомендуется оставлять в машине телефон, дорогую одежду и бумажник на видном месте. Это лишь привлечет внимание преступников, так же, как и дорогая магнитола. Ну и, конечно же, самый эффективный способ не остаться в дураках – застраховать свой автомобиль. Кто-то считает, что это дорого. Просто сами подумайте, если машину угонят, платить придется намного больше. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. Рассмотрение обращений вынужденных переселенцев, подготовка к 25-й годовщине подвига первого героя России летчика Сулумбека Асканова, планирование и проведение встречи семинаров с общественностью республики. Эти вопросы на повестке итогового заседания рассмотрели в Миннаце. В совещании приняли участие руководители всех отделов министерства. Репортаж Марины Котеевой. О том, что сделано за январь, начальники всех 7 отделов министерства рассказывают в подробных докладах. Так, отдел внешних связей и национальной политики напрямую взаимодействует с представителями диаспор, проживающих в Ингушетии. С ними часто проводят встречи, направленные на укрепление межнациональных отношений. Теперь самая важная задача, которая стоит перед сотрудниками отдела, это подготовка к мероприятиям, приуроченным к 25-й годовщине трагической гибели и бессмертного подвига первого героя России. Нам была поставлена задача еще согласовать это мероприятие с нашим полпредом, который находится в Липецкой области, это Бузуртановым. Вот, эти все вопросы, они практически выполнены. Ну, вот еще сегодня будет согласовываться вопрос с Бузуртаном, а остальные по родственникам, по списку уже эти все мероприятия, как говорится, уже сделаны. В феврале Ингушетия будет отмечать сразу 2 памятные даты – депортация ингушей и День Конституции Республики. Подготовка мероприятий, приуроченных к ним, также требует большого внимания работников министерства. Далее эстафету принял отдел по связям с общественностью. Его сотрудники постоянно работают с вынужденными переселенцами из пригородного района и Чеченской Республики. Так, за прошлый месяц рассмотрено более 20 обращений жителей. По 17 делам вынесены судебные решения. Мы работаем во всех направлениях. Начиная буквально с 6 февраля у нас уже начинается по 3-4 процесса на день. Зарегистрированы материалы. Также на 14 февраля в Ессентуках нас назначено рассмотрение нашей апелляционной жалобы, к которой мы тоже готовимся. Работу в этом направлении ни в коем случае ослаблять нельзя, заметил и министр. Каждое дело необходимо изучать детально. Без замечаний в работе не бывает, конечно, но в целом я доволен работой сотрудников министерства, отделов министерства. Конечно же, все отчитались и провели ту работу, которую они должны были провести. Среди мероприятий, запланированных министерством на февраль, проведение встреч и семинаров с различными министерствами, ведомствами, сотрудниками правоохранительных органов, представителями духовенства и молодежью. Начальникам отдела поручили до середины месяца более детально проработать план предстоящих мероприятий на весь текущий год. Он будет представлен председателю правительства. Марина Котеева, Рахман Суров, Новости 24. В этом году Ингушетия отмечает 25-летие со дня образования. Сегодня Ферида Мержоева расскажет о становлении спорта в нашей республике. Первое спортивное мероприятие состоялось в 1992 году в Малгобеке. Это был товарищеский матч между командами Чечни и Ингушетии. С каждым годом интерес к спорту в регионе только растет. Новые спортивные объекты, новые золотые медали. По итогам уходящего года Ингушетия заняла 28-е место в спортивном рейтинге регионов России, опередив ряд соседних регионов.
После образования новой республики Малгобекский стадион имени Серго Орджоникидзе стал центром проведения различных спортивных состязаний. Именно здесь в 1992 году состоялся первый товарищеский матч между футбольными командами Чечни и Ингушетии. Как раз время такое было, что нужны были лидеры, и лидеры должны были похожи, по нашему мнению, на Суланбека Гороводжева, на Абрека. И мы сделали турнир памяти Суланбека Гороводжева. Организовали там, ребята нам дали деньги, мы купили призы. Главный судья был Руслан Хидиров. 8 команд было, очень здорово. Ребята были довольны. Вот первый, можно сказать, турнир в Республике Ингушетия мы провели здесь. Султан Батыров – один из тех, кто стоял у истоков развития спорта в регионе. Спорт как панацея от всех недугов. Наверное, поэтому после образования новой республики главной задачей было поднять уровень физической культуры. Уже в 1994 году в зале имени Асхаба Белхароева в Орджоникидзевском состоялся первый чемпионат Ингушетии по вольной борьбе. Победителями этого турнира в различных весовых категориях стали сразу несколько борцов Малгобекской школы вольной борьбы. Сегодня они вспоминают, тренировки проходили без всякого спортивного инвентаря в сыром помещении. У нас условий практически не было. Мы тренировались зимой, если проходили зал, то снегом покрытый был у нас ковер. И здесь вода, которая в ведре оставалась, она полностью замерзала. Вот такие условия были. Сидеть невозможно было, постоянно тренировались. Сейчас, конечно, здесь, можно сказать, европейский уровень здесь, вот в этом зале. Маленькими шагами, конечно, мы шли, нас не было, ни на кого было равняться, наше в то время было тяжело людям. Те взрослые ушли, не на кого было равняться, мы сами потихоньку шли, вот те пацаны, которые с нами боролись, они чуть повзрослее, чуть помладше меня. Они поднимались, были хорошие результаты в те время. Начальные шаги в развитии спорта в Ингушетии пришлись, пожалуй, на самое тяжелое для республики время. Регион только строился, каждая копейка была на счету, поэтому спортивные комплексы строились лишь в крупных населенных пунктах. В начале 2000-х годов в республике проходят первые соревнования всероссийского масштаба, чемпионат по боксу имени Асканова и турнир по дзюдо имени Парчиева. Затем долгий перерыв, внимание развитию спорта практически не уделялось. Ингушские спортсмены редко участвовали в выездных чемпионатах. Но в 2008 году в Пекине в состав российской сборной вошли сразу 3 наших спортсмена – Назир Манкиев, Рахим Чахкиев и Ислам Тимурзиев. И вот он, первый наш золотой медалист, первый наш олимпийский чемпион Пекина, первый герой 2008 года летних Олимпийских игр Назир Манкиев. Уже в 2010 году спорт в Ингушетии выходит на совершенно новый уровень развития. Внимание со стороны руководства и интерес к занятию физкультурой в регионе с каждым годом растет. Если раньше спорткомплексы в Ингушетии можно было по пальцам пересчитать, то теперь свои фоки есть практически в каждом населенном пункте. В Нестеровском, Жайрахе, Плиеве, Кантышеве, Далакове, Икажеве, Валиюрте и в сельском поселении Верхние Чулуки. У нас в селе, уже в городе есть такие комплексы и есть условия. Все, вот мы смотрели, тренажеры и все необходимости есть. Остается просто заниматься и все делать для того, чтобы добиться успеха. Наша республика вышла на такой уровень, что мы сегодня можем не только тренироваться в хороших условиях и тренировать детей, подрастающее поколение, мы можем принять любое мероприятие, провести мероприятие любого масштаба. Вместе с новыми спортивными объектами открываются совершенно новые для республики виды спорта. Примером тому детская спортивная школа тенниса в Магасе и ледовая арена Эльзи, после строительства которой в Ингушетии появилась первая хоккейная команда. В 2016 году в Ингушетии открылся первый зал тяжелой атлетики в честь заслуженного тренера СССР Ибрагима Кадзоева. 2016 год для нашего региона был насыщен на спортивные события. Ингушские спортсмены не переставали радовать своих болельщиков во всех видах спорта. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, участие в которых приняли сразу 3 ингуша. Серебро Калоя Картоева, который выступал за сборную Турции, и золотая медаль Хасана Халмурзаева для России.
Теперь в Ингушетии к дзюдо особое внимание. В Назране уже полным ходом идет строительство специализированного зала дзюдо, сдача которого планируется в мае 2017-го. Большим подарком для жителей стало открытие Дворца спорта. Центральная арена с многотысячными трибунами, профессиональное освещение и мощная акустика для проведения не только спортивных, но и концертных мероприятий. А еще 9 залов для занятий боксом, баскетболом и гандболом. Все это великолепие возвели в честь выдающегося спортсмена Льва Кавказа Берда Евлоева. В день открытия во Дворце спорта прошел турнир М1 Челлендж «Битва нартов», на который съехались знаменитые спортсмены и видные политические деятели. В 4-й раз прошел в Ингушетии чемпионат ралли «Ингушетия». Ну а в Джайрахском районе уже 5-й юбилейный турнир по смешанным единоборствам М1 Челлендж «Битва в горах». В грандиозном спортивном шоу приняли участие более 20 бойцов смешанного стиля из разных стран мира. Победу одержал Адам Гагиев! 12 видов состязаний, более 700 участников из 7 регионов СКФО и 100 миллионов рублей в призовом фонде. 7-й фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, завершившийся уверенной победой ингушской команды, прошел на высоком организационном уровне. Принял спортсменов обновленный стадион имени Рашида Аушева. Конечно, за счет новых введенных объектов спортивных увеличится занимающихся физической культурой и спортом. Если в 2008 году у нас число занимающихся было 3%, да? А сейчас у нас в конце 2016 года эта планка поднялась до 14,4%. Это более 62 тысячи человек у нас уже занимается спортом. Мы в 2020 году поднимем эту планку до 20%. Ну, примерно 100 тысяч наших жителей будут заниматься спортом. В прошлом году Ингушетия заняла 28-е место в спортивном рейтинге регионов России, опередив ряд соседних республик. А это значит, что последние несколько лет стали для региона плодотворными в плане развития спорта. Главное не сходить с намеченного пути. Передай Миржоева, Аслан Героев, Новости 24. Ну а в Джайрахском районе продолжается чемпионат России по альпинизму. Спортсмены проходят первый этап – школу. По сути, это предварительный этап состязаний между командами. По его итогам определят рейтинг лучших альпинистов. У них будет возможность выбрать для себя самые удобные маршруты для дальнейших восхождений. Впрочем, для спортсменов, у которых уже выработана своя собственная тактика, представления о лучшем маршруте разнятся. Для кого-то это более короткая дистанция, для других – преимущество в техническом плане. Вместе с тем организаторы отмечают, этап школы весьма непростой. За вчерашний день даже были несколько случаев срывов спортсменов, благо обошлось без травм. Вообще вопросу безопасности на соревнованиях уделяется самое пристальное внимание. Мы связались с Сергеем Богомоловым, который сейчас находится на подступах к горе Гайкомт. Лучшие будут выбирать лучшие для себя маршруты. Но это тоже понятие относительное, потому что у каждого своя тактика. Он выберет один маршрут, на самом деле он может быть в абсолютном плане не самый лучший, но тактически выгодный. Тут такая тактическая игра уже началась между командами. Это первый этап. Второй момент. Когда делаешь школу, то, конечно, просто простой маршрут сделать, это будет неинтересно. Все его пройдут, все быстро пробегут, и тогда не выявится лучший потенциал команды. Делают сложные. А сложно, это, знаешь, надо уметь лезть, надо лезть аккуратно. Погода сейчас не благоприятствует. Вот сейчас у нас туман, выпал снег, и, естественно, скалы припорошены, скользкие. Поэтому есть элемент проскальзывания. 26 спортсменам удалось дойти до финала первенства республики по боксу среди юношей памяти мастера спорта международного класса Баилит Заурова. Напомню, он проходит в Сунже. В нем принимают участие 140 ребят со всего региона. Победители этого турнира будут представлять нашу республику на чемпионате СКФО. Прошлый год для Ахмеда Кукурхоева, можно сказать, оказался триумфальным. Он стал победителем сразу двух соревнований – первенства Ингушетии и СКФО. Правда, на чемпионате России нашему боксеру не повезло. И требл выигранных титулов пришлось отложить на следующий год. А теперь к третьему для себя республиканскому первенству Ахмед подходит безоговорочным фаворитом своей весовой категории – 62 килограмма. В финальном поединке 14-летнему боксеру попался очень быстрый и физически сильный соперник. Однако Ахмед с первого же раунда начал показывать свой боксерский характер, нанося быстрые и частые удары и демонстрируя уверенную тактику. Исход боя стал уже очевиден. Победа за Ахмедом Кукурхоевым. Самый сложный бой мне показался в четвертьфинале. Противник был более физически сильнее меня, быстрее, более функциональнее. Но я выиграл за счет того, что я выполнял работу тренера.
за счет этого я выиграл свой бой. А для Исмаила Муцольгова участие в этих соревнованиях дебютное. Чтобы дойти до финала, боксеру пришлось провести 3 поединка, в которых ему противостояли очень серьезные соперники. Тем не менее, сегодня Исмаил победитель в своей весовой категории. Первый раунд открытый раз, уже Хендерсон открытый печень. Глицер раз, первый, второй, третий раунд печень. Что се уверен халара се тренировка хайрадика шткоспиаларс. В первенстве республики по боксу участвуют свыше 100 лучших боксеров со всех районов республики. Но дойти до финала удалось только 26 спортсменам. Помимо болельщиков, за выступлениями лучших боксеров республики наблюдали именитые спортсмены. Ахмед Катиев отмечает, в Ингушетии для желающих заниматься спортом есть все условия. Более того, каждый год в республике открываются новые спортивные залы и комплексы. Наши ребята должны, дети, воспользоваться вот этими возможностями. Мне кажется, что мы не слишком много тренируемся, занимаемся физической культурой и спортом от наших возможностей, потому что если раньше мы ходили тот же Карца по 7 километров пешком, то есть в те годы и транспорт был потяжелее, не как сегодня. Поэтому сегодня есть ФОКи, есть прекрасный дворец спорта, один из самых красивых, наверное, не только на Кавказе, но и в России. Все 13 поединков финального дня соревнований позади. Самое время наградить победителей и призеров. Главная цель этих соревнований – развитие и пропаганда занятия боксом в республике. Повышение мастерства спортсменов, а для самих победителей – это путевка на участие в состязаниях более высокого уровня. Соревнования прошли очень хорошо, выступили довольно-таки неплохо. Выявляем сильнейших, выявили, сейчас будем выставлять команду на СКФО, на Юнус России, будем отбираться на Россию. Спортсмены ставят перед собой одну цель – продолжить победную серию. Совсем скоро этим ребятам предстоит отстаивать честь своей республики на чемпионате и первенстве СКФО. Соревнования пройдут в Грозном. Ферида Миржова, Исмаил Гатагажев, Адам Далаков. Новости 24.